уважаемые участники форума. На территории ночлега у нас расположены 15 лицензионных участков, выданных недропользователям в целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, из которых 8 участников расположены на смежных территориях с другими муниципальными образованиями, как Ленинского района и Иркутской области. Вся проводимая нами муниципалитетом работа сводится к сохранению территории ночлега для комфортного проживания жителей и сбалансированного симбиоза животного и растительного водного мира. За годы работы добились ежегодного проведения коллегии на уровне района с крупными недропользователями. В 2016 году коллегия проводилась на уровне парламента нашей республики. Ежегодно проводятся выездные совещания на месторождения с участием правительства республики, района, поселения и родовых общин. Основной акцент делается на постановку на налоговую службу подрядчиков, работающих на территории ночлега, на оплату налога НДФЛ. Итог: бюджет поселения бездотационный, хотя составляет только 10% от всего НДФЛ, поступающий в местный бюджет. Общественное обсуждение по воздействию окружающей среды 2019 года по нашему предложению проводится в селе Тасуряк. В результате общественных слушаний наши представители участвуют в составе комиссии по приемке лесных участков после завершения работы. Одним из главных результатов совместной работы с недропользователями отмена строительства водозабора на реке Улахан-Батовия и выбор оптимального варианта места расположения водозабора. Все наши жители являются хранителями своей малой родины. Нашим родовым общинам выплачивается по соглашению деньги. Процесс пошел, хотя это небольшие суммы. Проведена Институтом биологии и криолизационной в городе Иркутске исследование бассейна реки Улахан-Батовия, и мы намерены продолжить эти исследования в бассейне других ручьев. Также добились проведения этноэкспертизы с недропользователями ООО «Тасуряк-Нефтегаз-Добыча», АО «Газпром Геологоразведка». Участвовали на 3 площадках в виде конференции, где мы поделились опытом работы ночлега и озвучивали проблемные вопросы по их работе с недропользователями. И в том числе обновление методики исчисления ущерба жителям. Провели все требуемые научные работы по включению ночлега в перечень территории компактного проживания коренных малочисленных народов. Но вопрос пока с уровня республиканского правительства дальше не пошел, по этому поводу обратились председатели правительства Солодову для ускорения процесса. Наследным советом утвердили положение о создании территории традиционного природопользования местного значения и опубликовали на ведомостях Якутии. Предложения для включения в протокол форума у нас такие. В плане мониторинга по воздействию окружающей среды включить ежегодное медицинское обследование местного коренного населения территории ночлега для профилактики и ранней диагностики заболеваний, в том числе онкозаболеваний. Проведение оценки воздействия на животные и водный мир через каждые 3 года. По итогам оценки провести мероприятия по охране и восстановлению животного водного мира, в том числе зарыбление реки Улахан-Батовия и ручья Тасуряк. На общественных слушаниях ввести пункт обязательной проверку хламовых амбаров в период строительства и перед запуском со стороны ночлега и родовых общин комиссионно. И еще шлагбаум ставить только перед въездом на территорию конкретного объекта буровой установкой жилого вахтового поселка, а не во всем территории лицензионного участка, так как там наши жители охотятся. Во избежание лесных пожаров маршруты вездеходной техники в летнее время согласовать с администрацией ночлега только для проезда на конкретные объекты. И 5-е, решить вопрос еще снабжения качественной питьевой водой населения села Тасуряк. Спасибо. Спасибо.